Мы географически расположены далеко от морей, и поэтому географически нашему товару достаточно тяжело и дорого попадать до наших покупателей. Этот риск, он существовал всегда. Вот. Если у вас товар стоит, допустим, $10, транспорт $2, то у вас транспортные расходы в составе этого товара занимают 20%. Если ваш товар стоит $100, транспорт $2, всего лишь 2%. Повышение, допустим, и увеличение транспортных расходов, они однозначно возникнут, если мы пойдем по альтернативным путям. Надо готовиться к тому, что транспортные расходы и через Китай, и через Баку, и через Каспийское море, они однозначно вырастут. Так вот, если у вас вырастут транспортные расходы, допустим, до 5 единиц, то при стоимости товара в $10 у вас транспортные расходы займут уже 50%. И практически, скорее всего, съедят вашу всю прибыль. Если ваш товар будет стоить $100, то это только 5%. И это не смертельно. Исходя из этой математики, мы приходим к выводу, для того, чтобы меньше зависеть от нашего неудачного географического расположения, нам необходимо увеличивать стоимость нашей экспортируемой продукции. То есть, привожу пример, допустим, надо возить, допустим, не медь, а медные кабели, которые гораздо дороже, это плюс рабочие места здесь, это дополнительная доходность, и они точно выдержат такой транспорт, который не выдержит медный слиток. Надо уходить, допустим, с торговли какими-то черными металлами, уходить на торговлю уже более высокой степени передела продукции. И это надо делать в рамках промышленной программы. То есть на это она должна быть нацелена. Мы должны увеличить стоимость нашей экспортной продукции. Однозначно. В противном случае мы всегда будем сталкиваться с тем, что внутри нашего экспортируемого товара львиную долю будет занимать транспорт, и мы будем терять практически всю свою прибыль. Нет никакого ума в том, чтобы добывать минеральные ресурсы из-под земли, а это невосполнимые минеральные ресурсы. Добыв, допустим, тонну нефти, добыв тонну меди, мы стали беднее на эту тонну нефти и меди в недрах. То есть мы забрали фактически это у наших детей и внуков. И если мы, продавая ее, не зарабатываем, то завтра, извините, наши будущие поколения спросят: у вас с головой было все в порядке, почему вы продали все наши недра, при этом не зарабатывая на них ничего, платя все за транспорт, и за себестоимость повышенную. Поэтому однозначно мы должны уходить на высокие переделы.